2 января текущего года очень незаметно прошел один юбилей. В тот день исполнилось 130 лет Евдокии Константиновне Яковлевой. Мы ее знаем как одну из первых актрис Национального театра и как жену основоположника якутской литературы анимпадиста Ивановича Сафронова-Алампа. Евдокия с детских лет была принята служанкой в семью купцов Калинкиных. Со временем она стала почти родной у них. Вот фотография семьи Калинкиных. Вот среди таких людей она воспитывалась и выросла в этой семье. Она вспоминала, что научилась там стряпать, встречать гостей, шить, и всему, чему умела, она обязана была тем, что воспитывалась в этой, по всей видимости, очень дружной семье. К сожалению, о Калинкиных почти нет сведений. И вот на фотографиях Евдокия отличается всегда красотой, статью и тем, что очень хорошо со вкусом одевалась. Сохранилось много фотографий. Они известны, поскольку вошли в книги Алампа. И есть ее фотографии в изданиях о театре. Поэтому просто хочу перелистать, как будто бы это альбом Евдокии Константиновны. Это, по всей видимости, с Таттинцами. Здесь есть и Ксенофон Неустроев, и Слепцовы, и, само собой, разумеется, Анимпадис Иванович. Эта фотография сделана 28 апреля 1913 года. Это день бракосочетания Евдокии Константиновны и анимпадиста Ивановича. В тот день они снялись и еще в таком виде, на скамейке, изготовленной из березы. Это в фотосалоне вот такая скамейка была. Вот. А вторая фотография, они уже в более зрелом возрасте. Анимпадис Иванович в якутском кафтане. По-моему, это единственная фотография, когда он одет в такой кафтан. Фотография сделана в салоне Приютова, по всей видимости, в день бракосочетания Романа Ивановича Аросина с Ульяной Татариновой. Есть еще и такая фотография. Здесь Сафронова с чертой Слепцовых, то есть с Петром Бонифатьевичем Слепцовым и Александрой Петровной. Они были родственниками Анимпадис Иванович и Петр Бонифатьевич. И опять-таки вот эти фотографии, где Сафроновы вместе с земляками и с артистами Национального театра. И везде, где встречаем образ Евдокии Константиновны, она очень отличается своей красотой, своей гордой осанкой. Вот это на заимке купца Спиридонова, у которого в течение многих лет работал Анимпадис Иванович. Эта фотография Евдокии Константиновны, считается, что она сделана в Булуне, куда она выезжала с мужем, и где произошла трагедия, когда она потеряла ребенка. После этого она очень долго болела.
И в 1925 году, когда Нимпадис Иванович выезжал в центр для участия в туркологическом съезде и юбилейных торжествах Академии наук, он взял с собой жену, чтобы она подлечилась. Известно также по ее воспоминаниям, что она лежала в одной больнице вместе с Алексеем Елисеевичем Кулаковским, эксекулях Алексей, и рассказывала о последних днях его жизни. Были они в Москве, ездили в Ленинград на юбилей Академии наук. Эта фотография сделана, по всей видимости, возле здания Якутского поспредства в Москве. Здесь мы встречаем очень много знакомых лиц, в основном известных в Якутии, как Максима Кировича Амосова. Вот. И здесь же мы видим Степана Филипповича Гоголева, одного из первых руководителей республики, одного из первых юристов, прокуроров Якутии. И по статьям многих авторов знаем, да и по воспоминаниям самой Евдокии Константиновны, что они здесь с Степаном Филипповичем познакомились. Вот. В 1927 году Евдокия Константиновна развелась с Нимпадистом Ивановичем и вышла замуж за Степана Филипповича Гоголева. Они где-то года два жили в Москве, и удивительно то, что Евдокия Константиновна очень себя достойно вела в столице Советского Союза, рассказывала, как она сама ходила на рынок, как также вкусно стряпала, ухаживала сама собой за своим мужем, который очень беспокоился, поскольку она одна ходила по большому городу. Вот. Но это очень мало, мы же не знаем окружение Степана Филипповича и в каких кругах они были и с кем общались. Но известно только одно, что Евдокия Константиновна очень достойно себя вела, поскольку была и приучена с детства и к этикету, обладала несомненным вкусом, одевалась и красиво, достойно. К сожалению, Степан Филиппович очень рано умер. Это в 1933 году он умер. И Евдокия Константиновна вернулась обратно. После возвращения из Москвы Степан Филиппович в 1933 году умер. И Евдокия Константиновна овдовела. Очень многие осуждают ее за то, что она не пришла к больному Нимпадисту Ивановичу. Он вернулся в 1934 году из ссылки, а в 1935 году умер, все ждал ее, и даже некоторые пишут, что он хотел завещать и дом свой Евдокии Константиновне, дом, который подарил им купец Спиридонов. Но Евдокия не пришла. Ну, за это ее в течение многих лет осуждают, пишут разное. Евдокия Константиновна
отличалась не только красотой, не только умением вести хозяйство, она была еще и очень хорошей шахматисткой, побеждала в соревнованиях. Видимо, она вот с грамотой стоит после каких-то тоже вот таких, наверное, соревнований, поскольку рядом шахматная доска и шахматные фигурки. Из архива Саха-театра и от родственников Евдокии Константиновны я собрала фотографии, поскольку ее образ и даже внешний вид очень меня привлекают. Хотелось по фотографиям проследить как-то ее жизнь, поскольку сведений о том, как она жила, совершенно мало. В 2019 году проводила мероприятие, посвященное памяти Евдокии Константиновны. Пришло много людей, слушали. И слушали мы песню, посвященную ей, «Ирунтуллук ине мельбестюр» в исполнении известных артистов Якутии, как Марина Попова. Вот. И взгрустнули. После этого мероприятия познакомилась с ее очень близкими родственниками. Они отправили некоторые документы и ее фотографии. И сегодня я хочу показать один из документов, поскольку, как я уже сказала, очень мало мы знаем об Евдокии Константиновне, а она достойна памяти, поскольку жива песня, которую и современные певцы очень любят исполнять. Это песня «Ирунтуллук ине мельбестюр». Вот свидетельство о рождении Яковлева Василия Константиновича. По разным статьям я пыталась найти сведения о ней, конечно. Узнала только, что у нее был брат Василий Константинович, еще младший брат, сестра Варвара, что они жили в первом иудейском наследии Намского улуса. А вот это свидетельство все это подтверждает. Даже в фондах архива искала сведения о ней. И отца звали Яковлев Константин Леонтьевич, а маму Екатериной Исаевной звали. Вот такая семья была, та, которая где-то к концу XIX века переехала в Марху и поступили служить купцу Калинкину. И еще раз повторяя о том, что мы совсем почти ничего не знаем о жизни Евдокии Константиновны, хотелось бы рассказать об одной трагедии, которая произошла в семье Яковлевых. Вот она здесь с братом, с Василием Константиновичем. Он был шахтером, оставил потомство, дети, внуки, правнуки живут и в городе, и в Жиганске. И они прислали вот такую фотографию. Здесь снят Яковлев Василий Васильевич 1918 года, и даже известен год его смерти, это 1945 год. По всей видимости, он снят здесь перед уходом на войну. В 1943 году Яковлевы получили извещение о том, что их сын пропал без вести. Очень долго потом искали, не только родители, потом и внуки
Василия Константиновича все равно не теряли надежду и продолжали искать. И буквально вот в новом тысячелетии, когда открылись архивы немецкие, они нашли вот такой документ, из которого узнали, что Василий Васильевич попал в плен в 1943 году, а умер 29 января 1945 года в плену. И здесь же видите, как хорошо все написано, что он работал в Кангаласском руднике, там же, где работал шахтером его отец. Анна Федорова написала о том, как они искали его, и как нашли эти документы, и потом в архиве Министерства обороны нашла его наградные документы, точнее приказы о награждении Василия Васильевича медалями. Это в 1943 году, то есть в тот год, в том году, когда он попал в плен, он был награжден 2 медалями. Это за боевые заслуги и за отвагу. Вот эти его награды. А в этом документе написано, что сержант Яковлев Василий Васильевич в Белоруссии попал в плен. Содержался в лагере в 367 году, погиб в плену. И даже указано место захоронения. То есть вот судьба родного племянника Василия Васильевича не могло не коснуться Евдокии Константиновны, у которой были очень трогательные такие родственные отношения с братом, с его детьми. И почему-то мне привлекла эта фотография где-то 44-45 года, скорее всего. Да, здесь Екатерина Захарова, она жива, она умерла в 45 году. То есть в годы войны эта фотография сделана, вполне возможно. И здесь она очень резко постаревшая, Евдокия Константиновна. Возможно, здесь вот эта трагедия о том, что родной племянник пропал без вести на фронте, подкосила ее. И здесь же надо вспомнить о том, что в 1938 году осенью она была арестована, ей напомнили, кто был первым мужем, кто был вторым мужем. Вот. Но и кроме того, ей напомнили, что она и с первым, со вторым мужем была всегда в окружении репрессированных первых руководителей республики, как Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Амосов, Исидор Барахов. Ну, в общем, это круг ее общения. Но она ни в чем не признавалась, и ее освободили, но и после этого ее страдания не кончились. Я ознакомилась с ее личным делом из архива Сахатеатра и просто так подумала, она имеет право быть увековеченной. Она и так в истории республики, в истории якутской литературы, искусства, культуры. И в день ее юбилея, наверное, нам надо вспоминать о ней как-то более мягче, не осуждая, не копаясь в ее жизни. В жизни каждого человека бывают случаи, ну, как развод, как какие-то другие случаи. Допустим, ее всегда вот
еще раз повторяю, про нее всегда пишут, что она чуть ли не предательница, что она не пришла к больному анимпадисту Ивановичу, не пришла на его похороны. Да какие там были у самой Евдокии Константиновны душевные страдания, мы же не знаем. В 1933 году умер скоропостижно ее второй муж, в 1935-м Лампа. Женщине очень тяжело, наверное, любой в такое время как-то вот справиться с такой травмой. Евдокия Константиновна очень долгое время была без своего уголка. Она жила у разных людей, и на склоне жизни только ей дали квартиру, где она тоже как-то очень быстро умерла. Смерть ее была очень легкой, и, как вспоминают, она даже об этом мечтала, чтобы никому не причинить хлопот. Пусть будет доброй память о ней, о первой актрисе нашего театра, о жене двух замечательных людей и вообще о красивейшей якутской женщине, талантливой и, несомненно, мудрой. Спасибо за внимание.